С ними жизнь течет быстрее. Их любишь всех одинаково за то, что они дети. Когда я вырасту, я стану парикмахером. Замечательно. Вылечили зайчика? Нет? Да что ж за доктора такие? Детский сад – это моя маленькая семья, это мой второй дом. Ой, прям фотография у тебя получилась, Адель. Мечта детства была стать учителем, но после школы почему-то я решила поступать в технический вуз. Ну, естественно, я не поступила. И целый год я смотрела на свою подругу, которая училась в пединституте, и как она готовилась к занятиям. Меня заинтересовало. Несколько раз я сходила в сам институт, я посмотрела на преподавателей, на студентов, меня это затянуло. И уже на следующий год я поступила сама. А после практики я поняла, что не школа, а именно вот детский сад, именно детки-дошкольники, они наиболее интересны, что ли. С ними интереснее, с ними жизнь течет быстрее, нежели со школьниками. Школьники, они уже взрослые, устоявшиеся личности, а здесь это пластилин, из которого мы лепим личность. Я очень хорошо помню свой первый рабочий день. Я пришла сразу в подготовительную группу. То есть это уже дети, которые уходят в первый класс. Было очень страшно. Боялась, что я не найду с детьми общий язык, что они меня не примут. Потому что группа – это семья. И как бы новый человек, вошедший в семью, но, слава Богу, и затянула настолько. Я боялась, что я не справлюсь. Я боялась, что я могу бросить работу. Но, к счастью для меня, я продолжаю. Это у нас кошечка. Кошечка? Да. Так, давайте я послушаю кошечку. Давай возьмем тебе стул, и пока мы будем сидеть в очереди, посидим на стульчике, хорошо? И подумаем, что же у тебя болит. Для того, чтобы работать воспитателем, на мой взгляд, нужна огромная любовь к детям. Нужно понимать, что каждый ребенок приходит в детский сад на целый день, он оставляет дома маму. И для детей мы, естественно, становимся вторыми мамами. Да? Каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Кто-то плачет утром, кто-то идет с улыбкой, кого-то нужно приласкать и успокоить, кто-то, наоборот, не терпит того, чтобы его даже погладили по голове. То есть нужно находить подход к каждому. Это должно быть какое-то внутреннее чутье, чувствовать ребенка. Любимчиков быть не должно. И не получается. Каждый ребенок индивидуален по-своему. Их любишь всех одинаково за то, что они дети. Я уже не могу без шума, и дома, честно говоря, я в тишине не могу находиться. Это шум, это... Даже это для меня сейчас это не шум, это просто спокойный обычный день в детском саду, когда дети играют и каждый занят своим делом. Собираем игрушки. А мы потом поиграем, у нас целый день впереди. Развиваем личность ребенка думающего, мыслящего, индивидуального. Не так, чтобы всех под одну гребенку, как было раньше, а чтобы каждый ребенок выходил личностью, со своим мнением, чтобы он мог высказать это свое мнение. Когда я вырасту, я стану парикмахером. Замечательно. Когда я вырасту, я стану полицейским. Здорово. Когда я вырасту, буду доктором. Ох, как замечательно. А что делает доктор, Алина? Лечит всех. Молодец. Когда я вырасту, я Тише, не мешайте друг другу. Танкиста, молодец. вырасту, я стану военным. Молодцы. Сколько разных профессий вы назвали. И солдат. И солдаты. Все профессии очень важны, каждый труд очень важен.
Для меня они все мои дети. Поэтому, когда смотришь, ты уже понимаешь, что вот этому ребенку нужно, чтобы его побольше обнимали, чтобы его почаще целовали, хвалили. Кому-то наоборот, нужно немножко строгости, можно сделать замечание, чтобы он почувствовал какие-то рамки в поведении. Оно приходит как-то вот само. Вылечили зайчика? Нет? Да что ж за доктора такие? Давай строить. Пойдем повесим. Миша. Они любопытные, им все интересно, они даже умудрились вам в камеру заглянуть, посмотреть, что же и как же происходит. И они раскованные, то есть их совершенно не смущают посторонние люди, и они очень быстро адаптируются. Как мне кажется, говорить слова нельзя. Нельзя трогать, нельзя играть, нельзя спрашивать. Когда говоришь часто нельзя, ребенок уже не подойдет и не спросит, и не сделает. И он закроется и будет думать, что раз нельзя, 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 то у взрослых на него нет времени. Это не только у воспитателей, это и у родителей такая большая ошибка. Сейчас, к сожалению, у родителей нет достаточного времени на общение со своими детьми. И чаще проще дать в руки телефон или планшет, нежели пообщаться со своим ребенком. А детям нужно общение. Даже не знаю, секретные ли это штучки, не секретные. У нас У меня в садике. сейчас, подожди, мы сейчас все найдем. Белую футболку одевай. Это все рабочие моменты. Даже не знаю, с большими детьми, конечно, легче договориться, со старшими детьми. Они уже более осознанны. С малышами как-то есть какие-то хитрости, конечно, и уловки. Допустим, если хочется привлечь их внимание, всегда можно заинтересовать чем-то, сказочным персонажем, то же самое, что они одевали на ручку. А посмотрите, как мы убирали игрушки. Посмотрите, пожалуйста, у нас сидит Хрюшка, он плачет, потому что вы за свои игрушки за собой не убрали. Естественно, они уже начинают. В старшем возрасте можно пойти на такую хитрость. Сейчас, Машутка. Кто больше соберет? И тут уже, естественно, идет дух соревнования. Пойдем переодеваться. Идем, садимся на стулья, я сейчас все будет вам, и формы, и шорты. Первый свой выпуск я не прочувствовала, потому что я проработала с ними только год, и как бы особо расставаться было не так тяжело. А вот второй выпуск, конечно, уже прошел со слезами, я не могла представить себе, что эти дети в сентябре уже ко мне не вернутся, они уйдут в первый класс. Но на смену пришли вот эти малыши, и жизнь закипела по-новому, все началось сначала. Все. Георгий, я тебя слышу, но мы поговорим потом. Положили, опустили головы на подушки, закрыли глазки. Вы много играли, вы много занимались. Мы были у Кристины Владимировны, у Галины Михайловны, потратили много сил. Нам нужно их восстановить. Закрыли глазки и уснули. За сегодняшний день мы и поиграли, и поплясали, и попели, пообедали. Вот так насыщенно и весело протекает жизнь в детском саду. Ни капли не жалею, что эта профессия меня нашла. Менять ее на какую-либо другую
не хочу. Детский сад – это моя маленькая семья, это мой второй дом.